Здравствуйте, это «Вечерняя смена», в студии Ирина Газаева. Мы работаем в прямом эфире. Вот уже не первый год жители нашей республики возмущаются обрезкой деревьев, в результате которой от них остаются в буквальном смысле только столбы. Специалисты твердят, неправильная обрезка травматична для деревьев. Как должны выглядеть зеленые насаждения в нашем городе и кто должен формировать их крону, говорим с гостями в студии. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам в студию. Вот вопрос об обрезке деревьев, он поднимается последние годы, мне кажется, все чаще и чаще. Ну, наверное, если так вот вспомнить лет 7 назад, таких вопросов не возникало. Почему, как вам кажется? Добрый вечер. Асланбек. Вопрос обрезки деревьев – это необходимость ежегодная, которую администрация города вместе с предприятиями, которые должны осуществлять эту деятельность, проводят. То есть, если сезон с ноября по апрель обрезкой занимается только предприятие, то круглый год проводится снос аварийных деревьев. То есть раньше, точно так же, как и сейчас, эта работа велась, но сейчас в силу распространения соцсетей, в силу распространения скорости распространения информации, изменения технологий информационных, внимание этому уделяется намного больше. Если говорить о людях или о профессионализме людей, Геннадий дополнит. Люди занимаются долгие годы этим вопросом. Контроль осуществляют также опытные специалисты, в том числе проработавшие в Министерстве экологии, экологи всю жизнь. Поэтому как-то говорить об особенностях именно в последние годы этого вопроса не приходится с нашей точки зрения. Ну, потому что распространяются та самая информация, о которой вы говорите, да, фотографии, что якобы это не профессиональная работа. Вот какие виды обрезки существуют и сколько раз в год нужно заниматься деревьями? Ну, вот здесь я как раз смогу пояснить, что общепринято существует у нас 3 вида обрезки. Это формовочная обрезка зеленых насаждений, омолаживающая и санитарная. Ну, вот если к формовочной мы обратимся, это, как правило, в городе у нас происходит в отношении кустарника повсеместно растущего. Мы его формируем крону, придаем форму. Далее, если мы возьмем санитарную обрезку, так это больше касается, наверное, деревьев и тех сухих веток, которые на них со временем их роста образуются. Вот это возрастные деревья, наверное, да? Именно возрастные, да. И в итоге мы закончим, наверное, санитарной обрезкой, которая наиболее массово в городе у нас происходит, применяется. Санитарная обрезка, она направлена на омоложение в целом зеленого фонда города, чтобы деревья, вот как мы местами... Не очень хороший у нас случай происходит, то что ветки ломаются в результате, опять же, сильно поменявшись за последние годы. У нас погоды, ураганы и ветра у нас частенько бывают в начале года, весна, переходный переход, да, от зима к весне. И очень большое количество в результате ветров бывает деревьев поломанных, поваленных и так далее. Так вот, санитарная обрезка, она, во-первых, направлена на омоложение зеленого фонда и в целом на недопущение проявления вот такой аварийности. В данном случае это парусность большая у достаточно старых деревьев. Там где-то корневая система будет ослаблена, где-то какие-то еще повреждения, возможно, которые, может быть, даже не видны на первый взгляд при осмотре дерева. Но все-таки это все в целом комплексный подход позволяет нам как-то уменьшить вред, который, возможно, будет нанесен. А вот древесина молодых веток, да, молодых побегов, она же менее прочная. Вот это не говорит о том, что здесь аварийная ситуация, она увеличивается? Я бы не сказал, что она менее прочная. Ветви не обламываются со временем? Ветви, тут опять же разные факторы от древесины. Вот, допустим, последние несколько дней обильно идут дожди, и деревья, которые по результатам знойной жары нашей листья не сбросили, сохранили зеленый свой покров, они под тяжестью, можно сказать, набравшись воды, их не так много, но ломаются ветки. И недавно дерево у нас упало, кстати, это было
Тельмана, 15-я школа, тоже Почему дерево. упало? Почему не проконтролировали это дерево? Ну, в данном случае. Могу сказать, что в школах, в детских садах в первостепенную очередь уделяем внимание качеству зеленого фонда, поэтому в преддверии начала, в преддверии 1 сентября были проведены обследования именно в школах и детских садах. По каждой школе и детскому саду есть порубочные билеты, это после заключений соответствующих экологов. Есть момент вот в данном случае, вот 15-й дерево школе. упало в итоге. Причиной в данном случае была влажность, которая на протяжении недели настолько утяжелила ветви, не сбросившие листву, и высокая парусность этого дерева. То есть это дерево было крупным. Но таких деревьев ведь может быть много. Таких деревьев много. И возвращаясь к вашему вопросу, наоборот, можно сказать, что чем моложе дерево, тем структура древесины, она прочнее. То есть более старые деревья, они ведут себя непредсказуемо под влажностью, под знойные ветреные периоды. И именно крупные деревья подвержены, тополя, липы. И они являются опасными с точки зрения нахождения в городе. Еще следует отметить, возвращаясь к вашему вопросу предыдущему, что на самом деле бывают проявления агрессивной обрезки или неправильной обрезки. На нашей практике мы встречались с таким, с обрезкой, проводимой специалистами коммунальных предприятий. То есть в силу законодательства у них есть право для обеспечения надежности, например, электроснабжения, производить обрезку вокруг линии электропередач, вокруг инженерных сетей, точно так же и у водоканала, у сетей водоотведения. То есть если есть аварийная острая необходимость, то они проводят эти работы. Но были проведены переговоры, совещания. Ну да, как-то контролируется этот момент. Процесс взят на контроль с точки зрения, что эти работы будут также проводиться с согласования специалистов администрации, экологов и специалистов по зеленому фонду. Поэтому раньше тоже были эти проявления, но сейчас на них обращают больше внимания. Или другой пример, когда люди самостоятельно, получая порубочный билет, обращаются не к специалистам или не дожидаясь очереди Зеленстроя, обращаются к специалистам сторонним на коммерческой основе. Вот тогда тоже мы можем увидеть не удовлетворяющую интересам людей обрезку и работу, которая людей не устраивает. А вот и есть места в городе, где из-за веток видимость улично-дорожной инфраструктуры, она тоже снижается. И это иногда может привести, наверное, и к ДТП. Да? Вот как-то отслеживаются такие ситуации? Кем отслеживаются? Второй. Вот точно так же, как у коммунальных предприятий есть право, у сотрудников ГИБДД есть право делать предписания в органы местного самоуправления, то есть при выявлении таких деревьев. И эти ветки, они круглый год обрезаются, и проблем с этим нет. Зеленстрой такими ветвями занимается круглый год. Нет, а вот если есть такие места, да, куда нам обращаться, жителям? При выявлении мест, где идет нарушение правил дорожного движения из-за веток, можно как в администрацию, так и в органы ГИБДД обращаться. Соответствующие меры будут приняты. Будут приниматься. Спасибо большое. В социальных сетях совсем недавно, наверное, неделя, гуляло видео о том, что в парке Нортон идет вырубка деревьев. Прокомментируйте вот этот момент. Что там происходит? В парке Нортон, наверное, уже больше, недели 3, распространяется информация о том, что идет незаконная вырубка деревьев. Однако при неоднократном выезде на место специалистов, а также проверке документов у собственника, этот участок находится в собственности, определено, что там ведутся работы по размежеванию, то есть по постановке на кадастр участок, определению границ. И в связи с этим собственник просто вычистил от сухостоя. То есть это частная территория? Да, это частная территория, собственник на которой еще не начал даже строительство, просто вычистил территорию для сухостоя, для определения границ. Что будет предприниматься им в дальнейшем, это уже регламентируется другими нормативными актами, то есть прописано по закону. Вырубки не будет. Спасибо большое. Есть одно еще видео. Давайте посмотрим, потом вернемся к беседе.
Андропова, 46Б, так называемый французский квартал. Видите, вот там впереди Эйфелева башня. Это я так ориентиры даю для администрации. Будьте добры, обратите внимание на то, что не должно быть в таком виде. Побеспокойтесь, пожалуйста, о здоровье подрастающего поколения хотя бы. Я уже о взрослых не говорю. И если вы уже, уважаемые представители АМС, беспомощны в этих вопросах, тогда, наверное, распишите свои беспомощности. Я, друзья мои, эту проблему специально обозначиваю с выездом на место, поскольку в личной переписке в Инстаграме мне задают вопрос, вот, мол, как нам с этим совсем бороться. Вот я отправлю вот это обращение. Да, здесь вопрос об амброзии. Вообще, какое ведомство борется с этим растением, куда обращаться? В данном случае я, наверное, комментарий дам. С амброзией занимается амброзией, покосом именно амброзии. Форма борьбы – это покос амброзии на всей территории города. В плане муниципальной территории города занимается именно МУП «Ладзеленстрой». Уже все время существования наша организация этим занимается. Амброзии вопрос особенно остро у нас становится период ее роста цветения. Это конец июля-август месяц, начало сентября. И что я могу сказать вот конкретно по этому участку? У нас вот управление Росреестра, оно имеет такой ресурс, отличный, замечательный ресурс, публичная кадастровая карта. Да? И по публичной кадастровой карте можно примерно определить, посмотреть, это любой человек может зайти в интернет и посмотреть, то есть посмотреть и определить границы земельных участков. Как правило, те земельные участки, которые кому-то выделены на том или ином праве, либо аренда собственности или хозведение, они очерчены красными линиями, и им присвоен итоговый номер. Но этим кто должен заниматься? Это же жители не должны... Я к чему веду, вы дослушайте. Смотрите, то есть тут не то, что жители. Вот данный конкретный участок, он сформирован и выделен. Я не уточнял, не разбирался, в чьем праве, в чьем ведении находится, но это участок кому-то переданный в собственность. Вероятно, это застройщик, который строил дома, вот этот французский квартал. Далее участок, он сформирован, и, скорее всего, за ним же и числится. То есть вопрос тут... Но таких мест немного? Вы как контролируете? Их очень много. То есть тут бремя содержания имущества несет собственник участка. То есть собственник, тот, который владеет участком, он должен в том числе осуществлять и покос, и содержать от мусора участок, убирать и так далее. А вся территория именно городская, она обслуживается предприятием УВ «Ладзеленстрой», и покос, и все, что касается виды. То есть кто должен разобраться с этим вопросом? Да. Есть правила благоустройства, это, можно сказать, основной документ, который регламентирует благоустройство в городе и озеленение. Там прописана ответственность каждого и разделение участков, кто за какую территорию отвечает. Вы знаете, это там нам, например, усложняет это жизнь. Собственник это должен, отвечает собственник, за это. Такие трава не правила. кошена. Собственник земельного участка, если это муниципальный земельный участок, то администрация в лице Ладзеленстроя обеспечивает покос на этом участке. Если этот участок передан кому-то на каком-либо праве, то есть там пользование, аренда, то арендатор, пользователь должен обеспечить содержание надлежащее этого участка. Если он не обеспечивает, к нему должны приниматься соответствующие меры. Для этого недавно созданное управление в администрации, административно-технической инспекции будет сейчас максимально использовать установленные вот этими правилами благоустройства возможностями, чтобы обеспечить задействовать собственников указанных участков в благоустройстве своей территории. Геннадий, можете разобраться с этим вопросом? В чем проблема? Просто понять, в чем проблема. Смотрите, вот проблем там как таковых действительно нет. Вот данное конкретное видео, то есть это видео, оно поступило, можно сказать, в администрацию города из средств массовой информации. То есть на данное видео реакция была моментальная. Уже была реакция. То есть как бы обращений по этому поводу я не знаю. Ну, когда обращения бывают, они все по КОСу они стекаются в управление благоустройства. Это все в режиме телефонной связи. Есть обращение, есть звонок.
выезжает бригада, прокос Отлично, провели, спасибо. понимаете? То есть и этот же вопрос был отработан в тот же день, то есть вечером информацию скинули в Инстаграм, в тот же день этот вопрос был отработан. Но опять же, пользуясь случаем, я хочу обратиться к собственникам участков и к хозяйствующим субъектам. Чтобы они следили за Да, этим. чтобы следили. Как было сказано, есть у нас правила благоустройства, конкретно статья 50, которая обязывает всех собственников, все хозяйствующие субъекты, которые управляют, находятся в организациях, в том числе и Ну, как-то их прилегающую нужно тоже территорию. контролировать, наверное. Ну вот управление Да, специально отлично. создано, его основная функция – это контроль за Отлично. исполнением правил Всё. благоустройства. Спасибо вам большое, спасибо за интервью. У нас реклама, потом продолжим. Продолжаем эфир. В Северной Осетии начался конкурс профмастерства молодых педагогов под названием «Класс». Около 100 человек пройдут отбор, а затем разделятся на 10 команд. Напомню, проект реализуется учебным центром «Стартап» при поддержке Фонда президентских грантов Федерального агентства по делам молодежи, Министерства образования и науки Северной Осетии. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Хочется спросить, что это второй раз, да, проходит этот конкурс. Первый был реализован уже в 2020 году, правильно? Совершенно верно. Добрый вечер. Как вы уже и сказали, уже второй год подряд в республике проходит республиканский конкурс педагогического профессионального мастерства «Класс». Если в прошлом году конкурс был поддержан только Федеральным агентством по делам молодежи, то уже в этом году нас поддержал и Фонд президентских грантов. И благодаря этой поддержке мы смогли усилить и конкурсную программу, усовершенствовать сам конкурс. И достаточно много нового ждет наших участников в этом году. Как интересно, что новое, Анжелика? Что будет в этой программе, в этом году, чем удивите? В этом году расширяется спектр экспертов, которые будут приглашены для работы с молодыми педагогами нашей республики. Немножечко мы меняем формат начала нашего конкурса. Мы решили делать такой общий сбор, чтобы уже с первых дней, с первых минут участия в конкурсе все друг на друга посмотрели, увидели. Может быть, это тоже, да, придаст некий такой азарт, здоровую конкуренцию, потому что все-таки конкурс направлен на формирование профессионального сообщества молодых учителей. Это очень важно, чтобы они понимали, что они состоят в этом сообществе, что сегодня, в это время рядом с ними это и учителя сельских школ, детских садов, системы доп. Образования, СПО, высших образовательных учреждений. То есть они должны понимать, что рядом с ними есть такие же молодые учителя, которые также сегодня задумываются о том, какие технологии применять в своей профессиональной деятельности, чтобы быть классным преподавателем, чтобы они понимали, что это сообщество дает им возможность именно профессионального развития. Это очень важный момент. И мы в прошлом году это очень четко почувствовали, особенно на заключительном этапе тимбилдинг, который проходил в ЦЕИ, когда ребята прокачивали все свои профессиональные навыки, совместно делились по командам, работали с экспертами. Из спикеров был? Приезжий, наверное, да? Приглашались, да. Да. Самат? В прошлом году спикерами программы у нас выступили специалисты Федерального института развития образования, это директора московских школ, наши коллеги со всей страны. А в этом году у нас, значит, мы продолжим традицию приглашать директоров ведущих школ со всей страны, но плюс к нам в этом году присоединяется 3 учителя года России, в том числе действующий учитель года подтвердил свое участие в одном из этапов нашей программы уже в конце октября месяца. Также участником нашего форума станет выдающийся советский педагог, это, можно сказать, Макаренко современности, это Шалва Манашвили, это человек, имя которого в педагогике известно, пожалуй, всем. Но если продолжить тему изменений в конкурсе, стоит отметить то, что в этом году у нас добавились дополнительно новые участники, этапы. И так получается то, что сегодня в конкурсе представлены все уровни системы образования,
у нас от дошкольного Но образования в прошлом году до такого не высшего. было. Вот системы высшего образования у нас Высшего в не прошлом было. году Ага, не было, и у нас ага. очень попросили, мы решили добавить. И также мы расширили возраст участников в этом году до 35 лет в соответствии с федеральным законом о молодежи. И приглашаем активно всех к участию в этом конкурсе. Но помимо всего прочего, учебный центр «Стартап» в этом году отмечает свое десятилетие, и мы решили провести в рамках форума дополнительный форум «Умножаем знания на 10» в честь десятилетия. И приглашаем к участию руководителей системы образования. И объявляем тоже такой конкурс названия «Классные руководители системы образования республики». И будет сформирована отдельная команда из 10 руководителей разных уровней и систем нашего Чем будут? образования. Ну, что это за конкурс? В рамках которого наши руководители системы образования смогут обменяться с коллегами со всей страны лучшими практиками системы управления образованием, поделиться своим опытом и уже поучаствовать в конкурсе. Спасибо. Анжелика, ну ваша команда в прошлом году победила. Вот чем полезен был для вас этот проект? Что дала вам эта победа? Участие в конкурсе — это профессиональный вызов. Если честно, ты понимаешь, что на каком-то этапе своего профессионального развития ты уже готов поделиться навыками, знаниями, умениями. И, наверное, так совпало, что именно в этот момент у меня была замечательная команда молодых преподавателей системы профессионального образования, абсолютно разные направленности. Это были преподаватели специальных дисциплин, юристы, кондитеры, повара. Изначально в команде было 15 человек. В итоге мы давали 45-минутный урок в составе 12 человек. И ты понимаешь, что сейчас на самом деле наступило время, когда ты к уроку относишься не как к уроку, а как к некому проекту. Это достаточно такой был долгий подготовительный этап, потому что нам необходимо было сформировать какой-то общий подход к уроку, чтобы каждый педагог нашел свое место, показал те технологии, которые он применяет у себя на уроке. И поэтому, вот, мне кажется, будущее за такой проектной деятельностью и такому подходу очень замечательному, интересному. Мы до сих пор общаемся, мы до сих пор продолжаем реализовывать свои профессиональные навыки в других конкурсных мероприятиях. И, конечно, это дает молодому педагогу такой некий старт. Потому что Азамат отмечал в прошлом году, что у нас были абсолютно прям молодые педагоги, которые там пришли в школу, работали 2-3 месяца, и вот они решили поучаствовать в конкурсе. Это был для них такой шаг, когда ты уже сразу в начале своего профессионального пути вливаешься в эту команду, учишься чему-то новому. Да. И это, на самом деле, такой драйв педагогический, который тебе дает толчок на следующий, на весь этот год для того, чтобы на самом деле пробовать, учиться и применять технологии реально в своем классе, в своей школе. Что ждет финалистов? Вы говорили, в прошлом году тимбилдинг был, да, в ЦЕИ, а в этом году? В этом году также у нас продолжается тимбилдинг, мы продолжаем программу, и только в этом году у нас к команде победителей присоединяется команда представителей системы, руководителей системы образования. Ну и также продолжим уже в неформальной обстановке говорить о современных трендах в образовании, как и было в прошлом году. Спасибо большое. Заявки еще принимаются? Да, сбор заявок идет до середины октября месяца, но уже мы видим активное рвение со всех районов республики. Мы еще буквально 2-3 дня назад объявили о старте конкурса. Но и прошлый год показал то, что у нас был... около 100 было участников. Мы заявили вообще конкурс на 100 человек, но настолько активно и такие хорошие заявки подали педагоги, то, что мы были вынуждены сформировать из 106 человек. Да, то есть если будет больше в этом году, то это не проблема. Будем Да, потому что всем. изначально в положении прописано 10 команд по 10 человек, поэтому
всех принимаем, и на самом деле это супер возможность просто испытать себя, понять, чего тебе еще не хватает и где ты можешь это получить. Тебе вот в течение всего этого конкурсного процесса, тебе буквально на каждом этапе это все уже дает возможность получить. Ну вот вы прошли все эти этапы в прошлом году. Вот в чем самая главная миссия учителя, на ваш взгляд? Самая главная миссия, знаете, я вот говорила своим конкурсантам, чтобы вы почувствовали педагогическую профессию, и независимо от того, какой будет результат, чтобы вы вышли с урока и почувствовали удовлетворение от того, что вы сделали. Это такой вот очень важный момент. И команды победителей награждались значками. И, если честно сказать, все очень с гордостью носят эти значки и отличительные как раз-таки о том, что вот они в команде, потому что это классный учитель. Это звучит здорово, поэтому ребятам очень нравится это все тоже. Спасибо вам большое. Что-то дополните? Ну, я думаю, что основной результат нашего конкурса заключается в той обратной связи, которую мы собрали от участников конкурса. Как мы отмечали ранее, в конкурсе принимают как совсем педагоги юные, начинающие, делающие еще свои буквально первые шаги в профессии, так и уже молодые, но уже опытные педагоги. Но знаете, на подведении итогов было очень много искренних слез на глазах участников и добрых слов, в том числе слова о том, что этот конкурс позволил вновь влюбиться в свою профессию. Как это прекрасно. Я думаю, что это главный результат нашего конкурса. Да, дай Бог, чтобы и дети тоже влюблялись в предметы тех учителей, которые им преподают. Спасибо вам большое, что сегодня в нашей студии. Но мы желаем вам успехов и удачи. Спасибо. У нас реклама, потом продолжим. Внимание! Старт продаж! Новый жилой комплекс «Старт» представляет квартиры от застройщика с предчистовой отделкой. Комфортные квартиры, панорамный вид из окон, живописный район города, закрытый двор и свой паркинг. Подробности по номеру 33 33 20. Привет. Да-да, я обращаюсь к тебе. Не знаешь, где купить диван? Рум! Это большое разнообразие мебели. Рум! Это низкие цены. Рум! Это выгодная рассрочка. Мы ждем вас. Рум, Калинина, 79. Телефон 96 95 96. Клиника Лазер Плюс. Сосудистые звездочки, расширенные вены на руках и ногах, воспаление и язвы. Скажем варикозу нет, ведь он нарушает кровообращение и приводит к тромбам. Здоровье ваших вен – это уверенность в завтрашнем дне. Безболезненное лечение, без госпитализации в амбулаторном порядке. Скажем варикозу нет. Ждем вас по адресу: улица Коцоева, 97. Телефон 700 360. Вся наружная реклама в городе Владикавказ. Рекламное агентство «Абрикос». Улица Московская, 8. Минздрав Республики Южная Осетия приглашает в свою команду врачей по следующим специальностям: педиатр, хирург, реаниматолог, рентгенолог, терапевт, анестезиолог, инфекционист, травматолог, гастроэнтеролог, психиатр, судмедэксперт. Телефон +7 929 808 71 21. 1 октября Осетинский театр приглашает вас на спектакль «Земные боги». Начало 18:00. Справки по телефону 55 14 68. «2 октября Осетинский театр приглашает вас на спектакль-комедию «Желание Паша». Начало 18:00. Справки по телефону 55 14 68. Хирургия катаракты со скидкой до 20%. Офтальма 33 33 22. В субботу, 2 октября, в Дегорском ущелье состоится Уаскиргиекуфт. Приглашаются все желающие.
Сегодня в рамках географической конференции в Северо-Остинском государственном университете состоялось открытие мемориальной доски в память об известном краеведе, ученом, журналисте, докторе исторических наук, лауреата государственной премии имени Косталя Ивановича Хитогурова Генри Кусове. Генри Измайлович стал членом географического общества СССР в 1974 году. Вся его жизнь была связана с журналистикой, географией, туризмом и краеведением. Он ушел из жизни в 2019 году, но его труды и сегодня остаются актуальными, а ученики продолжают и развивают дело, которому он посвятил себя. У нас в гостях люди, близко знавшие Генри Измайловича. Добрый вечер. Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Фатим, вот как ваша встреча в первый раз состоялась с Генри Измайловичем? Помните этот день? Ну, конечно, Генри Измайлович был преподавателем моим. Потом я перевелась в Питерский государственный университет, и долгое время мы не виделись, и по возвращении мы уже работали вместе. Но Генри Кусов – это неординарная личность. Это всем известно, с высокой внутренней культурой, интеллигент в хорошем смысле этого слова. И действительно, Генри Измайлович остался в памяти. И то, что сегодня открыли мы мемориальную доску, это очень заслуженно. Заслуженно, потому что такие люди, как он, оставляют действительно светлую память о себе. Это уникальная личность, очень широкий творческий, очень широкие интересы. Фильмы снимал и писал книги. Он очень скрупулезно изучал исторические данные. Очень большое внимание уделял личностям, известным, интересным личностям. И вот его практически все книги уникальны тем, что они изобилуют такой архивной, интересной информацией, которой мало кто владеет. Поэтому очень интересно читать, легко читаются. У него очень прекрасный слог, у него природный дар к писательству. Если говорить о Генри Кусове как о писателе, как о публицисте, то нужно вспомнить наряду с ним и Бориса Мацковича Бероева. Можно сказать, что, наверное, какое-то время такое было, какая-то целая эпоха людей, романтиков, людей, которые любили природу, любили жизнь, творили от чистого сердца. Потому, собственно, их труды любимы и остаются не только в памяти, но и используются в учебном процессе. Генри Кусов, безусловно, личность. Они с Бероевым, Борисом Мацковичем друзья, и шутили друг на друга, подшучивая друг над другом, говорили, что Генри Измайлович Кусов, а Борис Мацкович – фигура. А вот можно сказать, что Генри Измайлович на первый план, он всегда ставил такую педагогическую деятельность? Нет, я так не могу сказать, потому что он был любой творческий человек, безусловно, рад передать свои знания. Вот, но все-таки Генри Измайлович Кусов это был творческий человек, исследователь. Это исследователь. Я бы на первый план вынесла как исследователя. Причем такого на стыке истории, географии, краеведения, туризма, как вы правильно перечислили, все его сферы интересов. Действительно, Генри Измайлович Кусов – это вот человек, который совмещал знания различных отраслей и вот выдавал какой-то такой рафинат, такой кристалл в виде художественной литературы, в виде некого слова художественного. Он был мастер слова. Он очень легко писал. Это было видно потому, как легко читается его произведение. До последнего он писал, до последнего дня он писал. И после жизни тоже были, после его ухода тоже были изданы определенные. Да, последняя книга была издана после его ухода. Спасибо большое. Валерий, вот сколько лет было вашей дружбе и чем дружба с Генри Измайловичем отличалась? Ну, дружили мы лет 50, наверное, если не больше, да. И он вообще был по натуре очень скромный. Я бы даже, знаете, как сказал, он был стеснительным человеком. Вот такой был, стеснительный человек был. И я очень хорошо помню, когда он начинал, писать
начинал писать вот свои первые работы. Вот я вам расскажу, в 1975 году вышла у него работа «Поиски краеведа». Ну, это была очень мощная работа. И вечером я звоню ему домой, и подняла, значит, трубку его супруга Раиса Георгиевна. И сразу сообщает, звонил Ковалоев. Да. И когда он подошел к аппарату и рассказывает, позвонил Беларе Мазаевич и говорит: Кусов, я из-за тебя 3 ночи не спал. Читал эту книгу. Так она ему понравилась. И наш мудрый Белары Мазаевич, он его очень опекал. Вот даже в то время это было очень трудно. А Гена очень хотел получить участок в Даргавсе. Он очень любил горы, это известно, общеизвестно. И Белары Мазаевич ему пошел навстречу. И он построил там, ну, по сравнению с тем, что мы видим сейчас, это, ну, никакого сравнения, конечно, нет. Вы знаете, его сараем можно назвать, эту хижину. Но в этой хижине был цвет интеллигенции Советского Союза, начиная от Юрия Синкевича. Ой, кого только там не было. Праправнук Пушкина. Это такие личности были там, яркие такие, вы знаете. Вот, очень интересно это было. Очень Тем любил. не менее, он вел себя очень скромно, да? Очень скромно. Я даже добавлю, стеснительно. Он стеснялся шумных компаний, особенно почему это? Ну, когда на него обращали внимание, это для него было, знаете, очень... Интеллигенция. Да, да, это врожденное у него было. И мама у него такая была скромная, и жена такая, и Олег сам такой. Вот мне можно еще сказать, да? Я хочу один пример еще привести. Значит, о том, что, значит, какое влияние у него было. В какое-то время редактором газеты «Северной Осетии» был Иван Петрович Ефименко. Ну, как говорят, тучи над ним сгустились, поменялось руководство республики, ушел в другое место, перешел Одинцов, и на его место пришел наш первый секретарь новый Александр Сергеевич Засохов. И он вызвал Ефименко и говорит ему, что надо поднять газету, значит, оживить ее. И это мне рассказал сын его, Генри Кусова, значит, международник, журналист Олег Кусов. И он говорит, Ефименко подошел ко мне и попросил номера телефонов отца, рабочие и домашние. А суть была в чем? Он заказал ему ряд очерков для того, чтобы поднять престиж газеты. Вот таким авторитетом пользовался Гена, понимаете? Спасибо. Вот Генри Измайлович всегда утверждал, что для туристов нет более привлекательного и насыщенного достопримечательностями региона, чем Северная Осетия. Ну, видно, что да, он очень любил. Это не то слово. Практически вот Медограбинские водопады это открыл Кусов. Это да, он открыл. Сколько раз мы туда приезжали. Он так переживал, что нужно обустроить это, что равных нет в Европе этим водопадам. Он очень сильно Горы он любил. Даргавс, это... И в Даргавсе его любили жители, вы знаете, очень. И он им да, очень по-моему, сильно любили помогал. везде, любили и студенты, и друзья, и педагоги, конечно, любил и любит до сих пор его сын. Он сейчас у нас на связи. Олег, добрый вечер. Как нас слышите? Добрый вечер, очень хорошо. Олег, вот Генри Измайлович работал в должности директора туристической базы «Зарамак». И вот в одном из интервью он сказал, что работая там, на этой базе, вот он считает этот период одним из самых светлых страниц своей жизни. Вот почему, как вам кажется? Я понимаю, почему это сказал. Дело в том, что он родился не в горах. До 10 лет вообще сын военнослужащего во время войны жил
бились в Шепетовке, потом в поселке БМК. В горах, если бывал, то только эпизодами. И вот, заканчивая школу, и его мама, наша бабушка, купила ему путевку в ЦЕИ, в Домодраш, чтобы там подготовился на вступительный экзамен в ВУЗ. И он впервые основательно приехал в город в этом возрасте выпускника. И все, и влюбился. Это была любовь на всю жизнь. Он эти учебники куда-то забросил, ходил по ущелью, изучал, началась его исследовательская жизнь. И поэтому он поступил на геофак, потому что, в общем-то, он понимал, что именно там он сможет реализовать эту свою любовь к горам. Работая в музее краеведения, в СУГУ преподавателем, он, конечно, горы, конечно, он, конечно, всегда обожал, всегда бывал там, но он еще понимал, что именно горы – это колыбель осетинского народа. Все духовные и материальные памятники, они прежде всего оттуда. Там он должен быть как исследователь. Вот эта любовь, прежде всего исследовательская работа, очень полностью погрузила его в горную среду. Но, работая в музее и в университете, он, конечно, мог бывать в горах, но тоже эпизодами. Ну, день-два, ну, экспедиция, может быть, там неделю быть, там, ну, даже месяц бывает однажды в Дегорье. Но, придя на турбазу, даже не характерной для себя должности хозяйственника, администратора, он кабинет свой увидел там, в горах. Вот это то, что он сидит, работает с утра до вечера и ночует в горах, живет здесь, для него было очень главное. Я хорошо помню эту пору. Помимо своей административной деятельности, он с удовольствием занимался еще даже и научной работой. А ведь кто тогда руководил туристической отраслью? Борис Москович Бероев, его однокашник, его друг, который тоже часто приезжал к нам в Зарамак и давал ему возможность не только поработать хозяйственником, но также исполнить творческих делах. То, что горы, он не мог забыть. И еще в чем еще была, здесь была изюминка? О том, что тогда ведь Северная Осетия это был край излюбленный для туристов со всей страны. Москвичи, ленинградцы, прибалтийцы, киевляне, донбассы, все ехали в Северную Осетию. Это был Ишняк, еще наша республика. И он их воспринимал как свою аудиторию. Он знакомил их с историей, с нашими памятниками, популяризировал Северную Осетию через туристов. Поэтому он очень любит. Своя любовь и включив возможность рассказать, влюбить горы Осетии, даже и многочисленную советскую аудиторию. То, что горы – это любовь на всю жизнь. Спасибо. У нас тут какая-то проблема с картинкой, но звук идет, мы вас слышим. Олег, ну вот открытие мемориальной доски – это событие для республики очень важно. Но вот для вас, как для сына, я думаю, это вдвойне приятное было сегодня мероприятие. Конечно, конечно. И, кстати, очень удачный подбор гостей у нас сегодня в студии, потому что и Валерий Дакович, Айлар, и Татьяна Мусаевна, Асаева, они много тоже сделали для осуществления этого проекта. Валерий Аляров один из первых заговорил о необходимости сделать доску. Татьяна Мусаевна приложила очень большие организаторские усилия для осуществления этой идеи. Ну, я, конечно, не устану повторять той очень огромной помощи, которую оказал этому проекту Алан Размуряев, Ростовского университета. Он с первых дней с нами, он всегда очень-то шел на контакт, общался, он приглашал меня, мы что-то обсуждали. Замечательно, замечательное время совместной работы. Но и сколько, это Михаил Сбоев, это, знаете, это человек, который сделал больше, чем мемориальную. Он сделал художественное произведение. Если коротко, это не доска не о смерти человека, что он умер. Это доска о жизни и творчестве его, который продолжает оставаться с нами. Вот такой мистический такой у него взгляд художественный. Мне кажется, вот эта доска нам очень дорога. Спасибо. Спасибо, Олег. Очередной, который там... Спасибо большое. Памятник.
Спасибо Да, вам я большое, что тоже вышли на не связь. слышу, Чуть-чуть у нас что-то со связью, звук немножечко так хромает. Спасибо вам, что сегодня пришли в нашу студию. Спасибо за ваши воспоминания. Генри Измайлович читал лекции и нам, будущим журналистам. Я вспоминаю годы своей учебы на журфаке и работы с ним на ТВ СОГУ. Встречи с Генри Измайловичем, его лекции, беседы, наставления всегда были очень теплыми, уважительными. И поэтому мои воспоминания об этом замечательном человеке, как и у очень-очень многих людей, остались исключительно светлыми. Продолжаем эфир. К спортивной теме. 3 октября в воскресенье в нашей республике будет проходить спортивный флешмоб. Позаниматься на свежем воздухе сможет любой желающий. А вот какая программа ждет участников, говорим с организаторами мероприятия. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Но для начала, где будет проходить этот флешмоб? В Дендрарии, на спортивной площадке, как вы сказали, на свежем воздухе. Различные спортивные секции, танцевальные ансамбли, школы, спортивные школы мы пригласили, которые продемонстрируют свои мастер-классы, презентируют себя и зададут такое направление, детям покажут направление, как можно расходовать энергию. То есть участниками может стать любой желающий и даже дети, да? Абсолютно. А вот цель этого мероприятия, она в чем, в первую очередь? Ну, я сама каждое утро бегаю в Дендрарии и вижу, как и спортивные школы приводят туда детей. И вот хотелось собрать и показать, действительно задать это направление. Цель этого проекта просто показать, какие у нас есть возможности. Ведь у нас в Осетии сколько кузниц олимпийских даже чемпионов. И многие, может быть, этого не знают. Мы пригласили не только спортивные секции, танцевальные ансамбли пригласили, чтобы и девочкам было. По фехтованию у нас будет школа по фехтованию, по греко-римской борьбе. Айкидо, дзюдо, легкоатлеты с манежа, даже спортивные нардские игры, там у них стрельба из лука. По времени сколько это будет проходить? Ну, в 10 начала, до часу, до 2 мы планируем. Там будут и музыкальные ансамбли приглашены, чтобы показать, развлечь даже немного. Угощения от спонсоров нас ждут, правильные угощения, ПП-угощения. Ага. Спасибо. А вот кто вас еще поддерживает? Вы говорите, что есть спонсоры, да? Есть спонсоры. Нас поддерживает всегда администрация. Это не единственный наш проект. И вот администрация нас тоже всегда поддерживает. Так, почему решили поддержать этот проект? Добрый вечер. Ну, фитнес-тайм, так называем мы эту организацию, да, и, значит, флешмоб это у нас уже не первый, значит. До этого был проведен этнофестиваль, были проведены субботники, были проведены высадка деревьев. И во многих мероприятиях, значит, принимает участие вот фитнес-тайм. Это совместно. Да, совместно. Чтобы сказать, что организатором является только администрация, будет неправильно во взаимодействии. И команде. Очень хорошая команда, команда профессионалов. Грамотная, ну и нам очень приятно с ними работать. Ну вот Алена сказала, что среди участников будут известные, да, спортсмены и танцоры. И вот одна из них сегодня в студии у нас известная танцовщица. Добрый вечер. Вот что вы ожидаете от этого проекта? У нас, конечно, это не первый проект, и я провожу всегда мастер-классы по кавказским танцам. Почти 20 лет я работаю в государственном ансамбле «Алан». И так получилось, что в фитнес-центр я попала, мне предложили вести группу, и набралась группа, как бы сказать, 25+. И женщины разного возраста приходили ко мне танцевать, в том числе и Алена, наша организатор, пришла. Появилась такая идея. Девочки заинтересовались, мы решили проводить вот такие
мероприятия. И не первый раз это были на Родовых башнях, селении Унау, были традиционные 3 пирога, то есть вечер астинского танца мы проводили. Девочки были очень заинтересованы, это были девочки, в принципе, разной национальности. Всем было интересно, то есть это культура, это искусство. Приятно то, что девочки хотят интересоваться искусством танца. В первую очередь, это, конечно, большой труд. Вот я стараюсь дать им азы. Ну, вот самое главное, чтобы они вышли станцевать на астинских мероприятиях. И они сами просят, чтобы выйти на свадьбе, станцевать хонга, кафтели. Но танцы у нас сегодня популярны, да? Очень, да, у нас республика танцевальная, что очень приятно. И разный возраст абсолютно, много танцевальных, детских ансамблей. То, что приятно, все занимаются и танцуют. А какой вид спорта более популярен сегодня? Ну, наверное, борьба. Ага. Вот как найти мотивацию человеку, который никак не может начать заниматься спортом? Мотивация. Вот как раз-таки для этого мы и хотим показать вот это, показать и детям. Мотивация — это есть встать. В первую очередь надо встать, посмотреть и сделать. Встать, приехать в воскресенье в Дендрарий 10 утра. в 10 утра. Что с собой нужно взять? Удобную одежду. И хорошее настроение. Обязательно. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Я желаю вам удачи. Но это все на сегодня. Хороших вам выходных и до новых встреч в эфире.